сказать, что в человеческой деятельности, по словам Иммануэла Канта, всегда были две неизменно трудные вещи. Это воспитание детей и управление взрослыми людьми. Наталья Иванцова – директор Уфимской школы номер 159. Она буквально за небольшой срок сформировала сильнейший педагогический коллектив и сегодня является лидером по внедрению современных образовательных технологий. По ее словам, секрет профессионального успеха прост. Самый главный управленческий навык на сегодняшний день – это умение мотивировать людей. Вот как только они почувствуют, что цель – это не моя цель работы, а это их, то тогда возможно видеть результат. Директор школы – ключевая фигура в сфере образования. На современном этапе каким должен быть директор школы? Зачем нужен профессиональный стандарт педагога? Чтобы ответить на эти вопросы и решить актуальные проблемы управления образованием, 28 января в стенах Башгоспедуниверситета состоялся семинар-совещание под названием «Тематические основы управления современной школы». В работе семинара приняли участие директора школ из муниципальных отделов образования, проректор по учебной работе БГПУ Алмаз Мустаев и министр образования Республики Башкортостан Гульназ Шафикова. Профессиональный стандарт педагога предъявляет определенные требования к трудовым умениям и действиям педагога. Их не так много в группе, если поделить по 4 группам, их можно разделить. Это умение вести образовательную деятельность, воспитательную, развивающую, ну и, конечно же, предметную область своей работы. Учитель по своему современному стандарту должен знать очень много, и один учитель все трудовые действия закрыть не может. Поэтому нужно распределить, кто за какие трудовые действия будет отвечать, а это уже функция директора школы. Нужно отметить, что с введением профессионального стандарта перед директором возникают новые подходы к оценке уровня профессионализма учителей. Вот в условиях современности, сегодня, когда очень много нормативно-правового регулирования в сфере образования, руководителю сложно быть избирательным самому, поэтому нужны такие практикоориентированные площадки. Я считаю, что вот эти планы, которые намечены, они очень хорошие, они несут с собой положительную тенденцию вообще в уровне качества образования у нас в республике и в целом, наверное, в стране. Во все времена в основе качественного школьного образования лежала работа учителя. Сегодня требования к этой профессии многократно возрастают, отмечает Владимир Путин. Поэтому ключевым фактором развития всей системы общего образования сегодня является создание условий для постоянного совершенствования и повышения квалификации учителей.